Ко мне неоднократно обращались жители Ингушетии. Народ, зажатый между жесточайшим чеченским сектором и осетинским государством с уймой незалеченных военных ран, кажется, просто умирает. Многие пользуются неагрессивностью, неагрессивным характером этого народа. Как мне кажется, все, что я говорю, конечно, совершенно субъективно. И о реакции каких культурных прав, о реализации в Ингушетии можно говорить сегодня. Кино нет, театр нет, телевидение нет, пресса нет. Активные ингушские граждане находятся в заключении. Почему? На основании какой политической логики? Какая-то кривая логика. Почему нельзя разговаривать? Почему просто нельзя разговаривать с людьми? Некоторые молодые люди на Кавказе мне говорят: начнете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. У нас есть горы, у нас есть зеленка. Это и шутка, и не шутка сектора. Переосмыслить статус звания Героя России. Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают? Политические вопросы чеченских ситуаций, на мой взгляд, неосмысленны. Что это было? Освободительная борьба или это был мятеж? Никакой дискуссии политической на этот счет не идет, а это очень серьезная, больная проблема, которая касается не только Чечни, но, конечно, всего Северного Кавказа, где развитие работы с молодежью, развитие культурных процессов практически не идет. Это мы видим. Ко мне неоднократно обращались жители Ингушетии. Народ, зажатый между жесточайшим чеченским сектором и осетинским государством с уймой незалеченных военных ран, кажется, просто умирает.